Розсип променні, могутний Божа, віри величі дай. Зроби свободним, зроби щасливим тихий і ветлый край. Ночь с 9 на 10 жнівня 2020 года по всій країні затримано каля 3000 людей. Сотні мирних громадян пройшли праз збиття, катування і нават зґвалтування. Зараз буде грати на дуде Вячка, удзельнік падзей жніўня 2020-го, які на пачатку пратэстаў потрапіў на Крэсціна. Калі ласка, Вячка. На самом деле, я хочу сказать вам про любовь и про стойкость. Это то, что дали мне белорусы в 2020 году. Это то, с чем я живу до сих пор, видя в каждом из вас эту любовь к родине, любовь друг к другу и невероятное отношение к миру и благодарность. Белорусы могут быть благодарными. Наши белорусы сейчас сражаются против чумы Советского Союза. Однажды я услышала, господин Зингер сказала, мне очень понравилось. Литва начала эту поход против Советского Союза. Украина его заканчивает. Наши ребята, наши воины, те политические, которые отсидели в тюрьмах, те политические, которые сражались за свою свободу слова, сейчас находятся в Украине и помогают нам спастись от этой чумы, которая от нас находится здесь всего 30 километров. И я хочу, чтобы это государство наше, которое нас приютило, которое дало столько помощи белорусам, знало, что белорусы благодарный народ и готовы защищать эту страну, защищать ее, если понадобится. Еще я хочу вам сказать, что необходима стойкость. Сейчас со всех сторон вы начали читать и слышать хейты в сторону белорусов. Послушайте, для того, чтобы оценить о том, какие вы сильные, и о том, какие мы честные, не надо иметь мнение других людей. Вы сами себе доказали это в 2020-м. Вы сами помните о том, что вы такие. Все, что вы должны делать, вы должны помнить и верить, что вы люди свободы, что вы сохраняете в себе ген смелости. Не разочаровывайтесь, потому что вы никогда не знаете, когда тот момент, когда вам надо выйти и воспользоваться этим окном возможности. Сейчас как никогда необходимо помогать другому человеку. Здесь на 60 тысяч, но мы видим, как люди боятся даже выйти на площадь. Боятся, потому что они запуганы о том, что к их родственникам придут. Возможно. Но чем сильнее вы будете внутри, тем меньше вероятность, что ваших родственников там начнут прессовать. Вам необходимо, просто необходимо каждому вспомнить, каким вы были в 2020 году. Вы здесь в безопасности. И спасибо за это Литве, что вы все в безопасности, что мы все здесь в безопасности. Пожалуйста, вспомните и перестаньте бояться. Один раз вы уже это сделали. В 2020 году вы стали смелыми. Пожалуйста, забудьте слово «страх».
Вы здесь выехали, чтобы сохранить ген свободы. Нету ничего дороже свободы. Никакая шкварка и чарка не купит эту ситуацию. Мы здесь ради свободы. И я призываю литовцев, которые здесь присутствовали, вспомнить, как 3 года назад вы писали мне: мы знаем, как ты любишь Беларусь, и мы так рады, что в нашу семью вернулся потерянный брат. Послушайте, мы едины, мы ценим все эти вещи. Пожалуйста, помните и мы, что наиболее хорошего соседа, чем Беларусь, вы вряд ли когда-нибудь узнаете и увидите. Поэтому я скажу с большой благодарностью: Ачу Литва! Живи Беларусь! И слава Украине! Койки у серці тривожним почую, за країну радімую жах. Спомню острую браву святую і вояков на грозных конях. Не проносятся кони, грузом гнутся и тяжко прыгать. Де шляхи ваші йдуть і куди? Моя ви, Беларусь, понеслися, загоріться зміну здоров, що забили тебе, обраклися, продали, отдали упало, що забили. Мати родная, мати країна, не устишиться этакий бой. Ты продашь, ты прими своего сына, за умерти дозволь. Що надучні коні, сребра збруя й далеко гремять, стародавней литовской погони. Не разбить, не спынить, не стримать стародавней литовской погони. Не разбить, не спынить, не стримать. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Добрый вечер, мои поважанные, дорогие белорусы. 3 годы тому Беларусь змянилася. Змянилася раз і назавжди. Наша країна вернулася на політичну мапу світу. Дякуючи вам, звичайним, а насамреч незвичайним білорусам і білорускам, дякуючи вашій смілості, мужності,
сумленнасці, крэатыўнасці. Пра Беларусь загаварыў увесь свет. Мы можам ганарыцца сваім народам. Наш народ прадэманстраваў волю да свабоды. І за 3 гады гэтая воля нікуды не дзелася. Не гледзячы на рэпрэсіі, не гледзячы на масавую вымушаную эміграцыю. Усе, хто мяне сёння слухае і чуе, у Менску і Гомелі, Бярэсці і Беластоку, Гародні і Варшаве, Віцебску і Вільні, Магілёве і Кіеве, па гэты ці другі бок Атлантыкі. Мы з вамі ўсе дзеці адной краіны. І гэтая краіна належыць нам, а не узурпатарам і акупантам. І я хочу сказаць нашим ворагам: мы нікуды не сыдзем. Нас ніхто не спыніць, пакуль мы не вернем сабе нашу краіну. Хаду гісторыі ўжо ніколі не ўдасца і нікому не ўдасца адкруціць яе назад. Можна сцерці архівы ці прызнаць канал экстрэмісцкім, але немагчыма выдаліць з памяці народную салідарнасць, як і памяць пра ахвяры беззаконня і несправядлівасці. Можна пасадзіць чалавека ў турму і нават забіць яго, але немагчыма забіць ідэю, якая аб'ядноўвае сотні і тысячы іншых. Немагчыма забіць салідарнасць. Паглядзіце, як хутка мы нядаўна сабралі амаль 600 тысяч еўра для нашых палізняволеных. Бо для нас з вамі няма нічога немагчымага, пакуль мы разам. Дык давайте памятаць пра гэта ў цяжкія хвіліны, калі нам здаецца, што мы адны і не маем ніякай надзеі. Нас много, і за намі весь вольны свет. Я ўдзячная усім краінам, якія дапамагаюць нам апошнія 3 гады. І асабліва я хочу звярнуцца да літоўскага народа. Дзякуй, што прымаеце беларусаў. Дзякуй Літве, што ўратавалі столькі жыццяў. Беларусы ніколі не забудуць літоўскую дапамогу. Я разумею все пагрозы для Літвы, але нельга ўраўноўваць абмежаванні супраць беларусаў і расіян. Давайте адрозніваць беларусаў і рэжым. Нельга, каб праз дзеянні Лукашэнкі пацярпелі беларусы, якія з ім змагаюцца. Нельга дазволіць рэжымам Пуціна і Лукашэнкі зруйнаваць нашыя дружныя адносіны. Таксама я хочу звярнуцца да украінцаў. Ваша перамога стане нашай перамогай. Ваша мужнасць натхняе беларусаў. Мы падтрымліваем вас і будем заклікаць увесь свет стаяць на вашым баку. Беларусы, каб нас не клалі у адзін кошык з расіянамі, давайте не губляць сваю беларускасць. І сёння на нашым мітынгу ідзе збор подпісаў на адкрыццё другой беларускай гімназіі. І я прашу ўсіх прысутных падтрымаць гэтую ініцыятыву сваімі подпісамі. Таксама падтрымлівайце і іншыя беларускія грамадскія і культурныя ініцыятывы. Спрыяйце беларускім медыа. Далучайцеся да каманды Ольгі Гарбуновай і падтрымлівайце нашых палітвязняў. Ахвяруйце палкам Кастуся Каліноўскага і іншым беларускім добраахвотнікам, якія ахвяруюць сваімі жыццямі дзеля нашай перамогі. Нас, беларусаў, павінны чуць і бачыць, што мы стаім на баку праўды, справядлівасці і міру. Дарагія сябры, я часта чую, ну калі мы ўжо вернемся дадому, колькі можна чакаць?
Але я б хотела з вами домовиться. Давайте менш казаць пра чакаць, а часцей задаваць сабе пытанне, што я магу зрабіць, каб наша перамога надышла хутчэй. Бо толькі мы самі разам зможам вярнуць сабе нашу краіну. Мои дорогие белорусы, дзякуй за тое, што вы верыце, і за тое, што працягваеце нашу барацьбу. Дзякуй вам вялікі. Жыве Беларусь! А сейчас я хотела бы попросить к микрофону Альгерда Сисиса, депутата России. Я сегодня утром звонил и спрашивал, это праздник или это годовщина только. Так что мне сказали, что это все-таки 3-я годовщина. Я вижу и праздник здесь, потому что белорусский народ вышел, голосовал и голосовал так, как он хотел. Что сделал Лукашенко, это уже вопрос на совести его и его подручных. Поэтому я рад, что сегодня здесь, где всегда собираются по понедельникам в поддержку Украины, очень много собралось наших соседей белорусов. И поэтому я вас приветствую, желаю скорейшей победы, вашей победы. Скорейшей, не хотел бы просить Всевышнего, чтобы забрал кое-кого из наших соседей. Это не очень цензурно. Но я думаю, что многие, кто собрались здесь, наверное, хотели бы вернуться и жить в своем доме. И радоваться свободой, демократией, правами человека. Живе Беларусь! Ачу, Литва! Ачу, Литва! Ачу, Литва! Года прошли под объединением вашим. Тут у нас в Литве, в Польше. Разве лучше было бы, Наталья, чтобы президент Тихановская сидела бы в тюрьме в Минске, так как это то самое, что они сделали, например, с Навальным или с Карамурзой? Да нет, ваш голос слышен, есть президент избранный, и ваша легитимность абсолютно ясна. Вы представляете белорусский народ, дух его свободный, и говорите нет этим 200 закрытым белорусским школам, которые не президент Лукашенко уничтожил в течение 20 лет. Я помню от Шушкевича до других ваших лидеров. Они приезжали к нам. И вот за вами здание Литовского Союза. Наталья, это здание Литовского Союза, в котором мы в 1988 году сказали нет советам и нет советской ментальности. Мы не признали советскую ментальность и каждый день смотрели на себя, становимся ли мы советскими людьми. И не стали. Мы не думаем, что белорусы это то же самое, что в России называют советскими русскими. Вы не советы. Несмотря на то, что там за границей литовской стоят памятники Ленину и Дзержинскому, они не являются вашими памятниками. Мы знаем ваших героев. Они являются нашими героями. Вот над вами висит флаг. Наш Витязь на дворце великих князей литовских. Вот великий князь. Разве мы будем думать, погоня, это ваша или наша? Нет, это общая погоня. Погонь, идущая в сторону свободы. Живе Беларусь! Живе вечно! За вашу и нашу свободу! И за найденный перстень Калиновского, который тут у нас, вы знаете, не зря
несколько лет назад на раскопках горы Гедемина нашли перстень Калиновского. И кто-то хотел перевести в Минск, и мы сказали нет. Все остатки Калиновского останутся в Вильнюсе до тех пор, пока Беларусь не станет свободной. Спасибо, Эммануэлис прямо продолжил то, что я говорила. Это тот ген свободы, который мы храним. Это тот ген свободы, который мы спасаем с вами. И мы свободные люди. И Беларусь свободная страна. И настанет скоро тот день, когда Беларусь со своим европейским начинанием, с тем зарождением, с которым она была с самого начала, будет страной без границ с Литовской Республики. Ачу Литва!
Андрей Шаренко. Единое, что я хочу зараз сказать вам. Борьба протягивается. Огонь горит в Беларуси. У Беларуси засталіся наши родные. У Беларуси засталіся політв'язні, які дагэтуль протягивают борьбу. У повній одиноті, у повній ізоляції яны змагаються. Яны змагаються за нашу Беларусь. Так само есть люди, які змагаються за Беларусь со зброєю в руках. Это наши доброохотники, які зараз в Україні. Менавіта за імі будучиня свободної, вольної Білорусі. Менавіта яны допомогуть нам знов вернуть себе нашу свободу. І тоді ми знов зможемо вернутися на родину. Тоді ми знов зможемо вийти на вулиці наших городов. Так, тільки так. І з нами разом будуть наші справжні лідери. Микола Статкевич, Павел Северинець, Євген Ахнагін. Разом ми прийдемо до перемоги. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Захисников України, дорогі білоруси, наші кровні братці славяни, усіх вітаємо. Починає здаватися, що наша мета, вольна Білорусь, недосяжна. Амаль 3 роки після подій 9 жовтня 2020 року примусили більшість людей, білорусів, які слабі духом, скласти руки. Хтось зламався і розчарувався під тиском бытових складаностей у міграції і життя під окупацією режиму Лукашенки і Москви. Усё частей я чую, что Беларусь мы сгубили. Что война с Российской империей в Украине не наша война. А у свой бок и бок белорусских доброохотников нават часом я чую слово наемники.
і гэтыя словы гучаць ад беларусаў Літвы. А гэтых людзей адзінкі, але яны чамусьці ёсць. І ўражвае не гэтыя людзі, а менавіта маўчанне іншых беларусаў, якія пры гэтым прысутнічаюць, чуюць гэтыя словы, але ніяк на іх не рэагуюць. Замест моцнага тыла тых, хто змагаецца і не толькі ва ўкраіне, але і на ўсіх фронтах нашай барацьбы за незалежную Беларусь, многія з нас бачаць пустоту і адсутнасць падтрымкі. У большай ступені нам дастаецца разлічваць толькі на сябе саміх і тую адносна невялікую колькасць беларусаў, якія праз 3 гады знаходзяць сябе моц змагацца і ісці да сваёй мэты насуперак абставін. Больш таго, я бачу, што стаўленне да беларусаў з боку іншых краін становіцца ўсё горш і горш. І я бачу віной таму нашу памяркованасць, інфантильнасць. Лічу, што гонар і павагу да беларусаў як нацыі можа вярнуць толькі наша актыўная пазіцыя і барацьба за сваю долю і будучыню беларусам. Толькі тады, калі ўвесь свет убачыць нашу волю да перамогі, толькі тады ўсё, што нас атачае, пачне спрыяць нам, беларусам, у нашай барацьбе і падтрымліваць нас. Але павінны пачаць мы кожны самога сябе. Не на суседа глядзець, не на нікага іншага. Сёння я так паглядзела ў люстэрка і падумала, прайшло 3 гады. 3 гады, як мы стаім тут, каля беларускай амбасады. 3 гады, калі мы выходзім, і у нашым сэрцы адчай. Але і ў нашым сэрцы вялікая надзея, што ўсё, што было і што ёсць, гэта мае сэнс. І што Беларусь стане вольнай і стане незалежнай краінай. І займе свой пачэсны пасад паміж еўрапейскімі народамі. Жыве Беларусь! Жыве! Беларусь, Европу! Так, молодцы! Беларусь, Европу! Давайте дапамагаць нашим уклонистам і нашим адказчыкам не ісці ў беларускую армію. Бо тое, што можа зрабіць беларускі народ, гэта заблакаваць любы удзел беларускай арміі ў вайне в Украіне на баку Пуціна. Гэта наша першая стратэгічная мэта. А другая стратэгічная мэта – вызваліць Беларусь ад акупацыі. Бо, канешне, мы все лічым, што Беларусь акупаваная з 20 лютага 2022 года, калі расійскія войскі не пакінулі Беларусь без усялякіх тлумачэнняў. Мы вернемся, даражэнькія маі. Мы вернемся і вернемся з адной вялікай перамогай. Мы сустрэнемся ў Мінску, мы будзем піць шампанскае, мы будзем танчыць і будзем вспамінаць усё гэта, што мы адчуваем зараз. Бо ўсё, што мы робім, гэта мае вялікі сэнс. Мы будуем нашу нацыю, мы будуем нашу дзяржаву. Нават у выгнанні, нават тутака, нават на чужбіне. Але мы захоўваем нашу Беларусь у нашым сэрцы, з намі. І я веру ў тое, што мы верам, можам, пераможам. І яшчэ раз, верам, можам, пераможам. Верам, можам, пераможам. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Сотни людей в тюрьмах сидят, боль матерей, русский взгляд, слезы детей. Посмотри им в глаза, в те глаза ты увидишь, только боль и тоска. И так как меня представили поплечница Николая Статкевича, я сразу хочу сказать, что на моей майке вы видите портрет Николая Статкевича. Я думаю, что многие из вас уже знают, что почти 180 дней мы не получаем о нем никаких сведений, мы не знаем, что с ним. И он осужден на 14 лет особого режима. Самый страшный режим, который присуждают только, в котором содержатся только смертники, те, кто осужден на смертную казнь, и те, кто осужден на пожизненно. Вот такой режим дали еще одному человеку, это Навальному. Но я хочу все-таки в этот день сказать
больше светлых. 3 года назад белорусы вышли, чтобы наконец-то избавить Беларусь от таракана-узурпатора. Нам предстояла тяжелая, даже титаническая работа – разбить лед, которым он сковал и заморозил Беларусь за 26 лет власти. Миллионы людей по всей стране вышли расколдовать свою прекрасную синеокую Беларусь. Даже в самых маленьких городах, даже старики и те, кто передвигался на колясках. Но усатая нелюдь собрала десятки тысяч разной нечисти, чтобы сохранить свою власть. Вооружила их самым современным оружием, спрятала их лица и скрыла их имена, потому что даже вооруженные до зубов, они панически боялись тех, от кого защищали таракана-узурпатора. Люди не смогли тогда выгнать нечисть, но не смирились. Они помогают узникам и друг другу. Они трудятся, чтобы избавить свою страну от льда и тьмы, накрывшим ее. Ведь даже в сказках со счастливым концом желанное лишь через 3 года исполняется. А герою нужно износить 3 пары железной обуви, пройти тяжкий и длинный путь. Но главное в этом пути помогать тем, кто нуждается в этой помощи. За 3 года мы многому научились и многое прошли. Увидели, как прекрасные принцессы оказываются мороком, как самозванцы, рассказывающие, что они главные волшебники, превращаются в тыкву, как простые и обычные парни становятся богатырями, создающими новую рать для освобождения нашей синеокой. Мы знаем, что для того, чтобы победить и изгнать из нашей страны нечисть, нам нужно не терять веру и надежду, не опускать руки, не поддаваться унынию, верить в себя и своих богатырей, помогать тем, кто сейчас нуждается в помощи, не ждать, пока появится какой-нибудь волшебник, а самим становиться теми, кто может ежедневно делать маленькое волшебство. И тогда лед и мрак исчезнут, узники выйдут из темниц, изгнанники возвратятся, а свободные люди смогут выбрать достойных своими лидерами. Вером можем, переможем. Лед и мрак над нашей страной сломается, и мы вернемся домой. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Слава Украине! Слава Украине! Ачу Литва! Ачу Литва! Беларусь! Слава Украине! Все крепости рушатся от силы духа. Тех людей, которые знают, что это свобода. Что это свобода дается не так легко. Вы теперь шли по городу и все вместе знали отчетливо, что каждый шаг, который вы сегодня сделали, ведет туда, где люди, близкие ваши соотечественники, некоторые и очень в трудном состоянии тоже борются. Некоторые духом, некоторые силой им помогают Украине. И я очень рад, что вы едины. Конечно, бывает и у вас разногласия, потому что вы учитесь демократии. И это все натурально. И учитесь. Вместе идете через все трудности, и все эти крепости падут у ваших ног. И сможете выдвинуть свой красивый флаг в Беларуси. Живе Беларусь! Ачу! Ачу лабей! Зараз Олександр проспіває пригожую песню моцним голосом наш сапраўдны беларус. Дякую. Де немає броду, шерія бики, танчуть карагоди, ланцюги вночі, отливають златом, ворон там кричить, з вовком родним братом, полихає там.
за доля. Коли тримається, бо ми тут криху не по часу, зараз буде зв'язок з фронтменом групи Тінь Сонце, гэта менавіта прадстаўнікі украінскага баявога руху. Яны дапамаглі нашим добраахвотнікам таксама у інфармацыйным плане. Яны зрабілі, як мы раней прасілі, ужо з перакладам на беларускую, і у гэтым кліпе прыняў учасць наш таксама добраахвотнік Булак. І зараз паспрабуем звязацца менавіта з самим фронтменом гэтай групи. Дорогі побратими, я дуже радий, що між нами справжнє братерство зберігається, що ми разом боремося за нашу і вашу свободу. Щира дяка полку Каліновського за все, що вони роблять для звільнення України. Я вже один раз казав, будучи на Бахмутському напрямі, що в той чи інший спосіб неодмінно долучусь до визволення братньої рідної Білорусі, яку я досить добре знаю і люблю. Так що вітання Вільні, все буде добре. Мы несем ответственность за то, как быть голосом тех, кого позбавили свободы и правов, голосом тех, про кого не пишут гучные заголовки у СМИ. Наша мета не тільки притягнути увагу до нашої власної долі, але і підтримати усіх, хто стикнувся з політичним переслідом і репресіями, незалежно від національності, віровизнання і політичних переконань. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я координаторка кампании «Free Навальный» в Литве. И я здесь, чтобы выразить солидарность от лица многих россиян с белорусами. Я, как и большинство россиян, прекрасно представляю, что переживает Беларусь в последние 3 года. Но даже российские репрессии абсолютно не сравнятся с тем, что творил мерзкий таракан в Минске. Только по официальным данным в Беларуси более 1500 политзаключенных. Я не смогу назвать многих имен, но сегодня я смотрела список политзаключенных и увидела в списке 21-летнего Сергея Гуня, которого осудили по 8 эпизодам, и один из них было оскорбление человека, который себя считает президентом Беларуси. Тут и по всему миру собрались настоящие патриоты Беларуси, кто не хотел уезжать из дома, кто хотел проживать в своей стране. И умные, перспективные, свободные люди, кто сейчас мог бы строить свободную страну. Но вместо этого Лукашенко повсеместно с Путиным лишают нас домов. Мы с вами имеем право жить в своих странах и выбирать власть. Как и президентка Беларуси Светлана Георгиевна имеет право вести переговоры, например, с Алексеем Навальным или любым другим демократически избранным президентом в России. Вести переговоры не о передаче ядерного оружия, а вести переговоры о развитии демократических институтов в наших странах. И я верю, что этот момент настанет. За день до приговора Алексей Навальный сказал очень важные слова. Он сказал: не стыдно делать мало, стыдно не делать ничего. Поэтому я прошу каждого из вас не терять веру, продолжать писать, самовыражаться, рассказывать. Говорите с каждого утюга о том, что происходит. И тогда мы с вами точно сможем вернуться домой. Живе Беларусь! Слава Украине! Свобода политзаключенным! Свобода политзаключенным! Там у нас, кстати, прокручивается фильм, и там много кадров, когда мы здесь были 9 августа. Когда люди в Литве вышли 9 августа, здесь стояла очередь больше, чем 1000 человек. 1000 человек не смогла проголосовать, проголосовало там 300 с небольшим, мы бегали. В общем, это было такое, мы заразились от вас этим состоянием. Мы видели, что вы делаете в Беларуси, мы видели ваше единение, и нам хотелось хоть как-то поддержать. И люди стояли, здесь был День строителя, а они стояли для того, чтобы не пойти выпивать, а отдать голос за протестного кандидата. Настолько сильное было это состояние.
Вот, поэтому на самом деле вот вам может быть любопытно, но они такие достойные кадры там есть. Мы там брали пример, не знаю, раздавали воду, пиццу, но мы были такими единством вашим заражены. И это все привело к тому, что мы прямо поверили в эту сказку 9 августа, что действительно возможно, что Беларусь вполне себе демократическая страна, в которой выросло уже поколение, которое может что-то поменять. Но закрылись участки, и утром мы наблюдали еще полночи, у вас там не работал интернет, но стало прилетать какие-то данные. Но по данным было вообще-то ясно, что все равно побеждает везде протестный кандидат Светлана Тихановская. И утром, проснувшись, мы узнали, что уже есть первая смерть. И есть первая жертва именно этих выборов. То есть здесь, конечно, гораздо больше. То есть начали мы считать с 94 года все пропавших людей и потерянных. Но смерть Тарайковского, то есть день с сегодняшнего на завтрашний, считается днем не только нашей годности, но и днем памяти первой жертвы этого сопротивления. И, конечно, вот здесь сначала мы видим на кадрах, как люди стоят и в Беларуси, и везде желают отдать свои голоса. И они пытались, чтобы это все было мирным, пока не пролилась первая кровь. И мы видели там сопротивление достаточно большое. И когда говорят про белорусов, которые стоят на скамеечках, снимая тапочки, слава богу, потому что вы смогли продлить своими тапочками и своим стоянием и белыми, вы смогли продлить сопротивление. То, которое, это была попытка всему миру заявить, что мы хотим обычного нормального демократического пути. Мы хотим нормальных выборов. Мы хотим того, чтобы у нас больше никогда не надо было поклоняться кому-либо. И сейчас ребята возмущались здесь высказыванию Святослава, но мы должны понимать, что выбранный единственный кандидат, какой бы ни был президент, он всегда всего лишь временный менеджер. И это мы хотели сказать все в 2020 году, что время настало перемен. Белорусы добились перемен. Весь мир увидел, что белорусы иные. И я вам еще раз повторяю, то, что я хотела сказать тогда. Сейчас наши ребята отстаивают имя белорусов в Украине. Мы отстаиваем его здесь. И мы должны помнить, что несмотря на все нашу интеграцию в эту страну, мы боремся, мы стоим, и ничего не закончено. И все люди, с которыми мы сталкиваемся, литовцы, они мне все время говорят: вы только должны немножко подождать, вы только должны, все изменится, мы только должны об этом помнить и верить. Так что сегодня день, когда начались первые жертвы. Первые жертвы уничтоженных человеческих жизней. И я бы хотела, что сейчас мы все, там зажжены свечи, объявила бы минуту молчания. Пожалуйста, кто меня слышит, у меня достаточно громкий голос. Если можно, Саша, остановись, пожалуйста. Я бы хотела, чтобы мы все, кто меня еще может слышать, вспомнили то, из-за чего мы дальше продолжили борьбу. Ради тех людей, ради тех жизней, тех душ, которые все еще с нами и поддерживают. Минута молчания.